Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Абхазии отметили День работника налоговых органов, о работе ведомства и достижениях в материале наших корреспондентов. В Сухуми подвели итоги конкурса управленцев. Команда Абхазии. Определены 22 победителя. Продолжается диспансеризация детей Абхазии. На этот раз российские врачи выехали к маломобильным пациентам на дом. Определены 22 победителя конкурса «Команда Абхазии». В их числе и наша коллега, журналист Анна Гуня. Финал конкурса прошел в минувшие выходные. Участники продемонстрировали свои деловые и личностные качества. Прошли комплексную оценку основных управленческих ролей. Все 88 финалистов конкурса получат специализированное обучение на базе мастерской управления СНЕЖ-платформы «Россия. Страна возможностей». Важной частью станет обмен знаниями с ведущими российскими экспертами в области госуправления и корпоративного менеджмента. Победители конкурса будут иметь возможность пройти стажировки в федеральных или региональных органах власти в России. О том, как проходил финал конкурса, об его участниках и победителях смотрите в рубрике «Амши-Кушара плюс» сразу после новостей. Опора в решении вопросов финансовой стабильности государства. Министерству по налогам и сборам 31 год. 14 апреля 1994 года председателем Верховного Совета Абхазии Владиславом Ардзинба было подписано постановление о создании Государственной налоговой службы, о работе ведомства и достижениях в материале Гугуцы Вардани. Утро в Министерстве по налогам и сборам началось с поздравлений руководителя и награждения отличившихся в работе сотрудников. Им были присвоены классные чины. А дальше рабочий день. Ведь на плечах сотрудников налоговой службы ответственная миссия – финансовая стабильность государства. Начальник аналитического управления Министерства по налогам и сборам Эльвира Кобаки отчиталась о проделанной работе за первый квартал 2025 года. Объем налоговых и иных платежей, администрируемых Министерством по налогам и сборам, составил 1 миллиард 153 миллиона рублей. При плане 1 миллиард 4 миллиона рублей. Выполнение 115%. В суммарном выражении перевыполнение составило 149 миллионов рублей. Динамика роста 114% относительно аналогичного периода прошлого года. Для выполнения финансовых государственных операций СССР Абхазии должен составляться твердый государственный бюджет на основе налоговой системы, гласит одна из глав Конституции Советской социалистической Абхазии 1925 года. И это еще раз подтверждает, что у ведомства большая история, насчитывающая более чем 30-летний срок. После тяжелой и разрушительной войны 1992-1993 годов, несмотря на все сложности, руководство республики понимало, что для стабильного развития страны необходимо создавать налоговую службу. Документ об этом 14 апреля 1994 года подписал председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба. Созданная практически на нулевой базе, служба со своей задачей справилась. Со временем она была преобразована в министерство. Руководит сегодня МНС Михаил Габилия. С самого детства мечтал работать в налоговой службе. Но первое время, почти 8 лет, работал бухгалтером в лицее-интернате, Абхазском государственном лицее-интернате. В 2010 году я уже устроился на работу в налоговую службу. Начинал с инспектора, был младшим инспектором. Начинал с физуправления, младший инспектор физуправления. Затем перевелся в оперативное управление, там трудился 8 лет. И вот постепенно, на сегодняшний день руковожу этим ведомством. Я на самом деле вырос в этом коллективе и спасибо судьбе, что я тружусь именно с этим коллективом. Это мои друзья и коллеги, с которыми мы прошли многое. Это и ковидные времена, и тяжелые времена. На сегодняшний день, сейчас я по цифрам не буду говорить, вы все знаете, мы отчитываемся ежемесячно, и те показатели, которые имеем, это все благодаря тому, что мы вместе выросли, вместе строим сегодня налоговую службу.
За 31 год МНС проделала нелегкий, но очень плодотворный путь. Создан электронный реестр налогоплательщиков с доступом через официальный сайт. Осуществлен переход всех налоговых инспекций в единую информационную базу. Введен в действие электронный сервис, модуль контрольных мероприятий, который позволяет прозрачно вести полный учет всех проверок. Производится автоматизированная выдача справок об отсутствии задолженностей по налогам. В общем, из года в год МНС Абхазии предпринимает шаги для модернизации механизма налогового администрирования, создавая комфортное взаимодействие между налоговым органом и налогоплательщиком. Плюс нами были приняты различные решения именно в структуре. Это было создано новое управление, именно управление, которое занимается непосредственно задолженностью, работает в этом направлении совместно со служебными, с службой судебных приставов, с прокуратурой, как сказать, принудительное взыскание. И в этом году было принято решение создать новое управление. Это учет и регистрация налогоплательщиков. Это такие важные управления, они сегодня развиваются. Также в будущем планируется, пока обсуждаем этот момент, создать отдел камерального контроля в городе Сухум. Вот эти все моменты, они способствуют развитию именно в плане развития налоговой службы и пополнения бюджета. Также в этом году был принят закон об упрощенной системе налогообложения. Идет кропотливая работа над этим законом. Многое было сделано, чтобы в министерстве работали квалифицированные кадры. И здесь, наряду со старшими, трудится и молодое поколение. На сегодняшний день я осуществляю свою трудовую деятельность вот уже 4-й год. И могу сказать, что действительно счастлива, что нахожусь в кругу таких людей и тех, кто горит своим делом. И как я сюда попала, это было на самом деле очень неожиданно. Появилась вакантная должность, которую я заметила на просторах социальных сетей. Это был кадровый отбор на конкурсной основе. Я подала заявку и, как видите, оказалась здесь. И с тех пор тружусь, не покладая рук. Сегодня в министерстве по налогам и сборам более 200 сотрудников. Это дружный и профессиональный коллектив, который трудится на благо Родины. Гугу Цавардания, Инал Гвинджи, Абхазское телевидение. В Вооруженных силах Абхазии проводятся командно-штабные мобилизационные учения, сообщает пресс-служба Минобороны. Учения охватывают органы военного управления Вооруженных сил, соединения и части резерва, формирование обороны, комплектующие военные комиссариаты. В ходе учения офицеры будут практиковаться в действиях по приему и распределению военнообязанных запаса, уточнению на местности решений командиров, резервных формирований и подразделений. 14 апреля абхазский литературовед, критик Руслан Кабба отмечает 90-летие. Союз писателей Абхазии, ректор АГУ, академик Олег Угварамия поздравляют юбиляра и желают крепкого здоровья, долголетия и больших творческих успехов. Руслан Кабба – заслуженный деятель науки Абхазии, почетный доктор Академии наук Абхазии, лауреат государственной премии имени Гулия, член Союза писателей СССР, Союза писателей Абхазии и России, автор сотни научных литературно-публицистических статей и очерков по абхазской литературе и критике. Его перу принадлежат 38 книг, из них 24 монографии, посвященные жизни и творчеству абхазских писателей. Статья где-то в стану щедости. Я еще хасуала, давле, а газете нанула саналга заску санал, институт саналга. А газета асхот сана, а гачачиха за киоскар снит, снезер Михаил Лагерба, депстазада, аби газет ахертов дадгла. Ханис хасвам, манза хухут хайбезе хади кабинета чабни абсенсудачу. Нас хапшун избона газет квайхует, обсног общайхует, советская Абхазия айхует, известия айхует, литературные газеты айхует. Правда им хотит, правда их выйку надо. Нас это ахахун Руслан юхит,
устатья сбить сам хотели, это был хасходовый. А мы оказывается как столит сам хотели. А брендзява статья хочу говорить, а брендзова обхаларопа, обличевили. Хани схож. Сразу с губзен, а я то самое государство, сразу с комьюком, комхагом, Делегация абхазских ученых приняла участие в научно-практической конференции «Михаил Александрович Шолохов в современном мире», посвященной 120-летию со дня рождения писателя. Конференция проходила в Московском государственном университете технологий и управления. В состав делегации из Абхазии вошли директор Абиги Арда Ашуба, академик Академии наук Абхазии Владимир Зонтария, главный научный сотрудник Абиги Василий Авицба. Абхазская делегация преподнесла в дар внуку писателя Александру Михайловичу Шолохову увеличенные копии 3 архивных фотографий, запечатливших пребывание Михаила Шолохова в Абхазии. Второй комплект фотографий передан в дар Международному научному методическому центру по изучению литературного наследия Шолохова. Продолжается диспансеризация детей Абхазии. На этот раз российские врачи выехали к маломобильным пациентам на дом. Осмотр проводят медики Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России. Гунда Шоуа расскажет подробнее. Здоровье молодого поколения крайне важно для любой страны. Детские профмедосмотры с участием российских врачей проходят в Абхазии с февраля этого года. Каждый день 4 бригады медиков работают в школах или детских садах. Но в стране есть и дети с особенными потребностями, которые не ходят в школу. Им нужны осмотры высококлассных российских специалистов федерального уровня. На этот раз врачи всей бригады выехали к маломобильным пациентам на дом для проведения профилактического осмотра. Сегодня в рамках поручения министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Альбертовича Мурашко на территории Абхазии проводятся профилактические осмотры детского населения. Был осуществлен выезд сборной бригады специалистов МИД здоровья детей непосредственно к больному ребенку, который относится к маломобильной группе пациентов. Ребенок был осмотрен всеми специалистами группы. Также маме было предложен дальнейший путь и направление движения с данным ребенком. Предложены возможные реабилитационные мероприятия, которые будут оказаны, возможно, на территории Российской Федерации. Бригада врачей представлена специалистами разных направлений. Это детский кардиолог, эндокринолог, уролог, офтальмолог, невролог, лор. Также были проведены ультразвуковая диагностика и электрокардиографическое исследование. Буквально вчера, когда узнали, что вот есть детки, которым необходимо выехать, те, которые некомфортно им будет приезжать, допустим, в школу, садики, по которым мы в основном работаем, безусловно, все из нашей большой бригады собрались и приехали. Сейчас у нас есть достаточно такой, у нас получился, знаете, выездной консилиум в составе максимально широкого спектра сотрудников. Масштабная диспансеризация проводится на основании договоренности Минздрава в Абхазии и России. Организаторами мероприятия выступили Фонд президентских грантов и общественная организация «Народный фронт России». Помощь в организации данного мероприятия оказали сообщества женщин, воспитывающих особенных детей. Нам поступили пожелания от родителей особенных деток, сказали, что детки не могут принять участие в этих осмотрах у себя в школах, потому что они туда либо не ходят, либо там по каким-то причинам тяжело. Это маломобильные детки, не ходячие. И врачи согласились в субботу, в выходной приехать к ребятам для того, чтобы посмотреть. Причем есть те, у кого не было жалоб, есть те, у кого есть еще и те или иные вопросы для узких специалистов. Врачи приехали с полным комплектом оборудования. У них есть с собой мобильные аппараты УЗИ, аппараты ЭКГ. То есть все, что нужно, даже здесь прям взяли, опять же, там тест на сахар, да, то есть вот такие все вещи. Можем УЗИ сделать всего чего угодно. То есть есть там щитовидка, да, если УЗИ органов брюшной полости, специалисты отдельно все есть. Ранее выявление болезни у детей с особенностями в развитии направлено не только на устранение дефектов. Главная цель – улучшение качества жизни и достижение максимально доступного состояния физического, психического и эмоционального здоровья. Все обследования проводятся с согласия родителей. ДЦП, тетрапорез, эпилепсия. С года уже диагноз стоит. Кто из специалистов? Педиатр, уролог, гинеколог, невролог, ортопед, хирург. Позвонили позавчера.
предложили такую вот возможность, конечно, не отказалась. Была очень рада. По итогам осмотра врачи дали рекомендации по реабилитации. Пройти ее можно в России. В дальнейшем специалисты планируют также организовать выезд в Республиканский реабилитационный центр. Масштабная диспансеризация продлится в республике до конца мая. Гунда Шоу, Анала Чхинджерия, Ахра Амичпа, Абхазское телевидение. Международный инклюзивный форум городов-побратимов в ритм Абхазии пройдет в Сухуми с 29 мая по 1 июня. Участники получат возможность разработать социально значимые проекты для поддержки людей с инвалидностью по таким направлениям, как доступный туризм, организация инклюзивного образования, проведение спортивных мероприятий, получение знаний в сферах социального предпринимательства и некоммерческого лидерства. Приглашаются активные молодые люди, в том числе с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, предприниматели, представители некоммерческих организаций. Подать заявку необходимо до 10 мая. Специалисты из Краснодарского края займутся ремонтом причала на набережной Махаджиров. Рабочие моменты обсудили на совещании в администрации города Сухум. Исполняющий обязанности мэра столицы Тимур Агрба встретился с делегацией администрации Краснодарского края. Все подробности в материале пресс-службы администрации Сухума. Реконструкцию причала на набережной Махаджиров обсудили на рабочем совещании в администрации города Сухум. Исполняющий обязанности главы Тимур Агрба встретился с делегацией администрации Краснодарского края, который берется за ремонт причала. Исполняющие обязанности главы Сухума Тимур Агрба, архитекторы и проектировщики из Краснодарского края во главе с главным архитектором края Ильей Поздняковым побывали на набережной, чтобы на месте оценить состояние причала. Как раз уникальность этого места в том, что здесь вот сохранится этот дух какой-то. И эта набережная, она вписывается в ткань города, в архитектуру города. Со всем антуражем, с окружением. Я думаю, что мы свое предложение будем принимать, опираясь на эти смыслы. Сухумский причал многие годы закрыт для прогулок, так как находится в ветхом состоянии и признан небезопасным. По мнению проектировщиков, причал необходимо полностью демонтировать и построить заново. Уже не годен не только деревянный настил, но и сама несущая конструкция. Перед восстановительными работами проведут инженерные изыскания по дну моря. Дорогу мы вот по этой набережной пустим, дабы не заезжала техника на нашу набережную. И дальше процесс демонтажа, я так понимаю, и каким методом мы собираемся этот причал строить. Скорее всего, здесь у нас в корне тоже придется отсыпать площадку технологическую, это однозначно придется сделать, но она лишней не будет. А дальше делается специальное металлическое устройство, вспомогательное, которое монтируется автокраном, сваривается по месту, на него ставится буровая своя бойная машина, которая пионерным способом перед собой забивает и за собой уже тащит на эти сваи, которые забиты раму металлическую, которая основанием будет. И нужно ли оставлять причальный фронт для причаливания маломерных судов как таковой, если он нужен? Ну, это вы как заказчики уже сами... Я думаю, что все-таки он нужен. Исполняющий обязанности мэра также поинтересовался мнением российских специалистов относительно состояния причала, на котором стоит ресторан «Амра». Наши местные бизнесмены собираются восстановить этот ресторан. И поэтому надо определить масштаб бедствия, перечень необходимых мероприятий для того, чтобы спокойно, безопасно можно было приступать к работам. Я так понимаю, все эти опоры или основная их часть в аварийном состоянии. На мой взгляд, по крайней мере, вот та часть, которая в приурезовой зоне, в прибое находится, она, как правило, чаще всего страдает от воздействия волны, наносов, которые передвигаются в этом процессе. Поэтому, скорее всего, вот эта часть корневая и, возможно, даже часть основного сооружения, ее придется демонтировать. Если мы примем решение о том, что первые 3 пролета демонтировать и возвести их заново, это не угрожает целостности самого объекта, поэтому такие решения можно будет принять. Нет, если стоит задача сохранить, то технически это можно сделать. Вопрос просто в стоимости. Далее совещание продолжилось в здании столичной администрации. Кроме строительных и технических вопросов, архитекторы высказались о том, каким следует возвести новый причал. Сохранить его исторический облик или внести что-то современное в его концепцию. Мы можем составить такое архитектурно-планировочное задание, чтобы мы хотели видеть на этом пирсе, что необходимо для города. Или если мы будем восстанавливать исторический облик города, тогда это чисто такая техническая
задача будет. Исторический облик этого пирса, он на самом деле не отражает, ну, в общем-то, дух этой улицы, по которой мы шли и которую он продолжает. И, может быть, рассмотреть вариант, который в современном прочтении даст отсылку именно к ней. На совещании рассмотрели проект 2022 года, который предлагала архитекторка Амакация. Она признала, что проект более творческий, нежели концептуальный, так как никаких изысканий не проводилось перед составлением эскиза. Гуляя по набережной, у нас получается, несмотря на такую большую водную гладь, почти неоткуда смотреть на закат, потому что там у нас здание морпорта перекрывает. И, собственно, родилась такая идея создать некое пространство многофункциональное прямо в воде. Тимур Агрыба подчеркнул, что архитектурную концепцию согласуют со всеми необходимыми службами, с общественностью и с членами градостроительного совета при администрации. И на основании этого будут принимать дальнейшее решение по проекту причала. Коллеги, еще раз хочу поблагодарить вас всех за то, что принимаете участие в столь серьезном проекте для нас. Создаем оперативно рабочую группу, приступаем к разработке и утверждению дорожной карты. Все наши решения мы согласуем с градостроительным советом и с общественностью, после чего принимаем одну концепцию, разработку понятного для нас всех проекта и, в принципе, приступаем непосредственно к реализации. Светлана Шаменкова доложила исполняющему обязанности мэра, что уже 15 апреля проведут заседание градостроительного совета, на котором обсудят проект Сухумского причала. Амрамичева Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. В управлении госавтоинспекции Министерства внутренних дел началась процедура выдачи водительских удостоверений российского образца. Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи президента Абхазии Бадры Гунба и президента России Владимира Путина. Оформить российские права можно ежедневно со вторника по субботу включительно. Необходимо наличие паспорта гражданина России и Абхазии, действующее абхазское водительское удостоверение. 18 апреля в Сочи состоится гала-концерт лауреатов и призеров международного музыкального конкурса «Лаборатория» Алисы Гицба. В нем примут участие народная артистка Абхазии, заслуженная артистка России Алиса Гицба, Миружан Сарксян, София Сакания, Даниил Санитар, Виктория Иванова, Владимир Королевский. Солист Сочинской филармонии, лауреат международных конкурсов. Мероприятие состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Концерт джаз-оркестра Георгия Гороняна с участием заслуженной артистки России Марины Девятовой пройдет 24 апреля в Абхазгосфилармонии имени Раждена Гунба. Концерт состоится в рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии». А сейчас прогноз погоды. По сообщению синоптиков, во вторник, 15 апреля, в Абхазии ожидается пасмурная погода. Ночью, утром преимущественно без осадков. Днем ближе к вечеру дождь, туман. Температура воздуха ночью 3,8, днем 6-11 градусов. Температура морской воды плюс 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.